Члены правительства утвердили порядок регистрации и ведения государственного реестра документов стратегического планирования. Реестр будет вести Министерство экономики. Также Кабмин утвердил порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Кабинета министров Абхазии. Документ представила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Порядок определяет, что общественному обсуждению должны будут подлежать проект прогноза социального и экономического развития на долгосрочный период, среднесрочный период, проект основных направлений деятельности Кабинета министров, проект схем территориального планирования, проект стратегии социально-экономического развития и проект отраслевых документов стратегического планирования Республики Абхазия по вопросам, находящимся в ведении Кабинета министров. Решением Кабмина утвержден новый состав коллегии Министерства финансов. Правительство внесло изменения в постановление о некоторых нормативно-правовых актах в сфере электроэнергетики. Ввиду истечения срока данного нормативно-правового акта предлагается продлить срок его действия до 30 июня 2025 года. Кабмин дал разрешение Сбербанку Абхазии на осуществление деятельности в пределах пункта пропуска через российско-абхазскую государственную границу ПСОЛ. Все субъекты, осуществляющие в том числе и хозяйственную деятельность, смогут осуществлять платежи в пункте пропуска. Граждане могут платить в том любой вид пошлины, предусмотренный законом. То есть это очень упростит и гражданам работу, осуществление хозяйственной деятельности в том числе. Просим данное решение поддержать. Данный проект решения был согласован со всеми службами. Члены правительства утвердили правила режима в пунктах пропуска через государственную границу Республики Абхазия. Предусматривается поддержание режимных мероприятий, которые необходимы на всех контрольно-пропускных пунктах. В соответствии с предлагаемыми правилами будут определены как лица, за которыми осуществляется контроль и исполнение данных правил. Значит, порядок въезда, прибывания и выезда лиц, транспортных средств, грузов и товаров. Порядок выдачи соответствующих пропусков, также значит, те правила, которые будут запрещаться на территории контрольно-пропускных пунктов. В части значит, совместной охраны государственной границы по соглашению с пограничным управлением ФСБ России, Российской Федерации, значит, в Республике Абхазия, также значит, на этапе проработки этих правил соответствующие согласования были пройдены. На данный момент на 12% идет рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пересечения государственной границы гражданами и транспортными средствами. По линии перевозок на железнодорожном транспорте усматривается на 40% увеличение пассажиропотока. Кабмин принял проект постановления о возмездном отчуждении печатной продукции, изданной Государственным управлением Абхазии по государственной языковой политике. Также члены правительства утвердили проект целевой научно-технической программы на 2024-2026 годы решения актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения. На реализацию программы направят 16 миллионов рублей. Также решением Кабмина здания Гагрского и Ачимчирского районных судов переданы Верховному суду Абхазии. Члены правительства внесли изменения в постановление о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности. Гагрский район обратился к нам, администрация Гагрского района, внести в реестр местной муниципальной собственности многоквартирные жилые дома в поселке Бзыпта. Соответствующая документация подготовлена, перечень имеется, все необходимые материалы имеются. Ну, это совершенно справедливо, это жилые дома, надо включить в реестр муниципальной собственности. Администрация города Сухум также обращается с просьбой включить в перечень муниципальной собственности два предприятия. Это завод углекислотных экстрактов по улице Назадзе и одноэтажное здание завода кислородной станции по улице Гумистинской. Мы не против, во всяком случае, предлагаем рассмотреть такой вариант о передаче в муниципальную собственность. Премьер-министр Александр Анква прокомментировал ситуацию на дорогах. Он отметил, что дорожно-транспортные происшествия – это общая трагедия, главная причина которой – превышение скоростного режима, подчеркнув, что необходимы профилактические меры для водителей праворульных машин. Это наша общая вина, всех сидящих здесь и тех, кого нет. Если мы не сбавим скорости, просто скорости не сбавим, беда будет постоянно приходить в наши дома.
Главная причина – это несоблюдение скорости. Потом пьянка за рулем, ну и другие нарушения правил дорожного движения. Вы же делаете выводы из того, да, какой процент совершают дорожно-транспортные происшествия машины с правым рулем. Вот по итогам полугодия из 70 ДТП с правым рулем участвовали 39 машин. Это подавляющее большинство фактически. Тоже надо подумать, какие меры профилактики с людьми, которые владеют такими машинами. Такие потери, они очень трудно восполняются, да, и наносят тяжелейшие шрамы на близких, родственников, нас всех, ведь все сопереживаем, правильно? У нас узкое пространство, и все знают. Но когда есть очевидные вещи, их надо профилактировать, их надо жестко пресекать, если не получается профилактика. Кабмин утвердил правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации. Также члены правительства одобрили предложение администрации Гулырбского района о предоставлении земельного участка площадью 0,6 гектаров в поселке Гулырбш гражданину Хишба для дачного строительства. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.